Мы начинаем работу международной научно-практической конференции, посвященной памяти Сергея Дашнимаевича Намсараева, профессора, доктора педагогических наук, трансформации регионального образовательного пространства в современных социально-политических условиях. Сегодня в работе нашей конференции принимают участие ученые, представители всех уровней системы образования нашей республики, гости из 22 городов Российской Федерации, детей иностранных государств, почетные гости, ветераны. Мы всех сегодня рады приветствовать. Для открытия конференции приглашаются студенты педагогического института, отделение дошкольное и музыкальное образование, руководитель, старший преподаватель педагогического института Ломаева Пайрма Васильевна. В адрес нашей конференции поступило приветствие от Министерства просвещения Российской Федерации. Уважаемые коллеги, приветствую организаторов и участников международной конференции, посвященной 70-летию Сергея Дашнимаевича Намсараева, выдающегося педагога и ученого. Почти 20 лет он был министром образования и науки Республики Бурятия. Дружеские российско-монгольские отношения сложились во многом благодаря его личному участию.
Он координировал обмен опытом ученых, преподавателей, студентов, много сделал для популяризации в Монголии русского языка, нашей отечественной культуры, науки и образования. Искренне рад, что был лично знаком с Сергеем Дашнимаевичем. Он обладал природной интеллигентностью и внутренней уверенностью, располагал к себе с первой минуты общения. Эта конференция проходит в год педагога и наставника и объединяет видных ученых и педагогов. Также в 2023 году отмечается юбилей вашего родного края. Сердечно поздравляю вас со столетием Республики Бурятия. Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. Уважаемые коллеги, слово предоставляется хозяевам сегодняшней конференции, ректору Бурятского госуниверситета Анзарову Дамгинову. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы все с вами, наверное, долго ждали этого момента проведения такой масштабной конференции, посвященной нашему Сергею Дашнимаевичу. И я очень рад, что сегодня прибыли гости из самых разных городов и регионов нашей необъятной страны. Давайте поаплодируем нашим коллегам. Спасибо вам за участие. Я бы хотел сегодня, чтобы мы тоже с вами отдельно поприветствовали ветеранов Министерства образования и науки Республики Бурятия, всех тех, кто работает и сейчас в системе образования, те, кто рядом, Сергей Дашнимаевич долгое время работал. Давайте поаплодируем, поприветствуем всех наших ветеранов. Уважаемые участники конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Намсараева Сергея Дашнимаевича, человека, имя которого еще при жизни вписано золотыми буквами в истории Бурятии. С его именем тесно связано развитие социальной сферы и отрасли образования в конце 20-го, начале 21 века не только Республики Бурятия, но и развитие образования и науки всей нашей страны. Об этом свидетельствует приветствие руководителей профильного министерства Российской Федерации и экспертов федерального уровня. Все они выделяют Сергея Дашнимаевича как незаурядную личность с энциклопедическими знаниями, феноменальной памятью и харизмой большого политика. Ну а мы, его коллеги и все, кому посчастливилось быть с ним рядом в разные годы его деятельности, отмечаем его очень тонкую душевную организацию с глубокими личными переживаниями. Отслеживая биографию Сергея Дашнимаевича, необходимо отметить, что его судьба никогда не была легкой. С детства познавший тяготы сурового послевоенного времени, он всего добивался сам. Трудовую деятельность он начал учителем химии и биологии в родной Кункурской школе Читинской области. Затем в 1971 году поступил на физико-математический факультет Бурятского государственного института имени Дрожжи-Банзарова и после его окончания остался на кафедре педагогики, уже тогда проявив свои яркие черты неординарной. В 1980 году поступил в аспирантуру Академии педагогических наук СССР и через 3 года успешно защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством известного ученого, академика Атутова Петра Родионовича. Именно в этот аспирантский период жизни в Москве Сергей Дашнимаевич познакомился с мэтрами российской педагогики, с которыми не прерывал связи на протяжении всей своей жизни. После завершения аспирантуры Сергей Дашнимаевич продолжил работу в родном пединституте, на родной кафедре в качестве ассистента, старшего преподавателя, а затем уже и заместителя декана и декана индустриально-педагогического факультета. Но с февраля 1989 года начинается совершенно иная жизнь у молодого и перспективного руководителя. С этого времени Сергея Дашнимаевича Намсараева направляет консультантом идеологического отдела Бурятского обкома КПСС по вопросам науки и образования. В этом же году его назначает министром народного образования Бурятской ССР. На протяжении более чем 20 лет Сергей Дашнимаевич на этом посту стал законодательным модой по созданию национально-региональной системы образования, задав самую высокую планку для многих национальных регионов. Он возглавил сферу образования в самый сложный период развития российского государства, когда в 90-е годы отмечалось критическое состояние в экономике республики, задержка зарплат и акций протеста науки. Предпосылкой и одним из источников ответа на вызов времени послужило глубокое научное исследование Сергеем Дашнимаевичем
культурных проблем Бурятии во взаимосвязи с культурой родственных народов России. В своих трудах ученый Намсараев писал о восстановлении исторических связей со странами Центральной и Восточной Азии, о создании новой национальной системы образования Бурятии на основе внедрения инноваций. Первостепенной проблемой он считал изучение родного языка, который является естественной основой развития интеллекта и эмоциональной сферы ребенка через ценности, входящие в общечеловеческую культуру, мировую историю и всемирную цивилизацию. Наряду с ними он предлагал неотложные меры по обеспечению преподавания истории и культуры Бурятии во всех учебных заведениях республики, возрождению народных художественных промыслов, искусства, народных праздников и игр. Большой вклад Сергей Дашимаевич внес в развитие политехнического образования, трудового обучения и воспитания школьников. На посту министра по инициативе Сергея Дашимаевича при непосредственном участии Петра Родионовича Атутова в Бурятии был создан ряд инновационных учебных заведений, в том числе первый в России Улан-Удэнский политехнический лицей, Анахойский технический лицей, Кижингинский аграрный национальный лицей, Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж. Это лишь отдельные аспекты из концепции развития национальной региональной системы образования, предложенной Сергеем Дашимаевичем в его блестяще защищенной в Москве докторской диссертации. Перспективы развития, созданные им национальной региональной системы образования, он видел в усилении федеральной политики образования, в конструктивном диалоге культурных традиций Запада и Востока. Он внес весомый вклад в установление крепких международных связей в области образования и науки с рядом стран, таких как Монголия и Турция. Он был действительно ярким политиком, опыт которого изучался и транслировался на другие регионы, с которым считался весь политический бомонд республики, депутатский корпус и руководство правительства Бурятии. В этих условиях вся созданная система становилась частью реальной экономики и определяла приоритеты производственного потенциала республики, ее развитию и, следовательно, включению и в российский, и в международный рынок распределения сфер деятельности. Он был поистине человеком своего времени, сумевшим воплотить в жизнь много проектов и идей. Уважаемые коллеги, сегодня наша конференция, которая призвана, конечно же, прежде всего почтить память Сергея Дашимаевича, я думаю, что сегодня будет много разных идей и предложений, и я думаю, что я предлагаю в качестве таких идей обсудить несколько. Первое, это все-таки нашу конференцию сделать регулярной по типу конференции, посвященной памяти Петра Родионовича Атутова. Эту конференцию мы с вами проводим раз в 5 лет. Я предлагаю такую же периодизацию в отношении конференции Сергея Дашимаевича. Кроме того, я полагаю, что по итогам нашей конференции было бы правильно предложить мэрии города Улан-Удэ облаговещение памяти Сергея Дашимаевича Намсараева, предложив его именем переименовать одну из улиц столицы республики. Считаю возможным также предложить правительству Республики Бурятия и нашему родному министерству рассмотреть возможность присвоения имени Сергея Дашимаевича Намсараева одному из республиканских образовательных учреждений. Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы поприветствовать всех тех, кто хорошо знал Сергея Дашимаевича, вместе работал. Его действительно интеллект, его умение объединять людей. Даже сегодня, на этой большой конференции, он сумел собрать огромное количество и своих друзей, и сторонников. Это мог сделать только Сергей Дашимаевич. Я думаю, что сегодня правильно, что мы делаем в год педагога и наставника такую большую конференцию, в рамках которой у нас пройдет и открытие бюста, посвященное Сергею Дашимаевичу, и презентация книги. И я думаю, что вот эта традиция, которая сегодня только складывается, она продолжится. Уважаемые коллеги, плодотворной всем работы и удачи. Спасибо. Спасибо большое, Антон Валерьевич. Слово для приветствия предоставляется председателю Комитета народного курара социальной политики Игорю Васильевичу Марковицу. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня на самом деле очень знаковое событие, и я хотел бы от имени председателя Народного курала Владимира Анатольевича Павлова поздравить с тем, что такая конференция у нас состоится. Эта конференция собрала очень много выдающихся людей. Сегодня здесь у нас присутствуют наши ученые, наши преподаватели, известные на всю страну, на весь мир. Поэтому эта конференция – это та память, то дело, которое мы необходимо обязательно делать, продолжать, потому что столетие республики, когда мы вспоминаем о людях, кто эти 100 лет жил и работал, а прежде всего столетие – это люди,
Это те люди, кто поднимал нашу республику, развивал, делал ее сильной, делал ее красивой. И вот сегодня как раз то, что мы посвящаем конференцию одного из таких людей, Сергея Дашинимовича, это как раз очень яркий пример того, как надо жить и как относиться надо к людям. Поэтому огромное спасибо, конечно, организаторам данной конференции, Бурятскому государственному университету, потому что пример Сергея Дашинимовича — это на самом деле очень яркий пример, как надо жить, как надо работать и как надо верить в себя и в свои силы. Родиться на маленькой станции Читинской области, ну мы понимаем, что такой 53-й год прошлого столетия, и добиться самых выдающихся высот, вернуться с Москвы, не как сейчас многие стараются, наоборот, отсюда уехать и думают, что там лучше, вернуться обратно сюда, в Бурятию, в Альма-Матер, здесь дальше продолжать жить и работать, пройти все ступени становления от учителя до первого министра новой республики, и здесь работать так, что многие годы, вот как сейчас Алдар Валерьевич говорил, объединять людей, создавать новую систему образования, которая у нас в 90-е годы претерпевала очень серьезные изменения. И эта система образования сейчас продолжает жить и работать. Конечно, это очень важно сейчас для молодежи. Надо верить в себя, надо знать, что дома надо учиться, дома надо работать. И родной дом надо поднимать. Поэтому огромное всем спасибо. Всем сегодня хорошей, плодотворной работы, ярких докладов, хороших мыслей, ну и личного счастья и здоровья. С праздником, друзья! Спасибо, Дмитрий Васильевич. Позвольте предоставить слово заместителю председателя правительства Республики Бурятия, министру здравоохранения Республики Бурятия Евгении Юрьевне Удуповой. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги, уважаемые ветераны. Позвольте от главы Республики Бурятия Алексея Сабуловича Цыденова, от правительства поприветствовать всех участников на конференции. Очень важные сегодня значимые события происходят в стенах Бурятского университета. Мы прекрасно понимаем, что сегодня именно проведение таких конференций очень важно, чтобы сохранить то наследие, большое наследие, которое оставил Сергей Дашинимович для всех нас, и сделать все необходимое для претворения его идей, предложений. Я сама лично была знакома с Сергеем Дашинимовичем и помню, что какой непререкаемый авторитет был для педагогов, для сельских педагогов, для студентов. И вот тот большой вклад, более 19 лет был Сергей Дашинимович министром образования Республики Бурятия. Придя в тяжелые 90-е годы, когда было все непросто, менялась вообще в стране ситуация, и удержать и сохранить сегодня все те традиции бурятского образования, сделать рывок вперед, это было все сделано Сергеем Дашинимовичем. Поэтому правительство Республики Бурятия поддерживает все эти предложения. И сегодняшняя конференция, как раз я посмотрела, большая программа, которая сегодня изложена, позволит проанализировать и, самое главное, создать именно ту дальнейшую трансформацию образовательного процесса, которая нужна сейчас в соответствии с вызовами времени. Мы прекрасно понимаем, что сейчас идет непростое, сложное время, когда нужно объединение, когда нужны такие конференции, когда еще раз именно истинных сынов Отечества нашей Бурятии мы вспоминаем, сохраняем все эти предложения, все эти традиции, тот большой-большой вклад. Мы знаем, что у Сергея Дашинимовича, помним, было большое, огромное сердце, которое всегда хотело только положительных изменений в нашей республике. И именно в знак столетия Республики Бурятия очень важна эта конференция. Еще раз вас всех приветствуем, и мы ждем предложений, основанных на тех идеях Сергея Дашинимовича. Слово для приветствия предоставляется директору Института монголоведения, будологии и технологии Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН, научному руководителю Бурятского научного центра, доктору исторических наук, профессору Борису Ивановичу Лазарову. Уважаемые участники конференции, посвященной 70-летию памяти Сергея Дашинимовича Мусараева. Вот я просто оказался не совсем в курсе той программы, которая есть, и готовил свой доклад довольно обширный, большой.
но мне сказали, что только приветственное слово. Я попытаюсь как-то эти две ипостаси немножечко соединить с тем, чтобы и сказать свое слово, и тоже свою оценку, и в то же время поделиться с памятью о моем очень большом друге, товарище, с которым у нас были практически братские отношения в течение долгого времени, пожалуй, до конца его жизни. И вот память о нем, она также у меня светла, поэтому вот в день его памяти хочется говорить в основном только то хорошее, что у нас осталось, ну и заодно все-таки напомнить людям о масштабе его личности. Ну, прежде всего я скажу, что я сколько вот занимался с политическим бомондом в нашей республике, должен сказать, что такого министра я больше не встретил. По той простой, это не укор ныне, сидящим бывшим и нынешним министром. Просто такого не было, потому что он какой-то очень был оживленный, и несмотря на то, что Бурятия не имела такого прямого руководства над федеральными структурами, университетами, академической наукой, он как-то очень живо с нами со всеми работал, и причем это было все в каких-то очень проработанных деталях с выходом на реальную практику, иногда очень горячо, иногда очень, так сказать, прямолинейно и дискуссионно, но тем не менее все вроде бы получалось. Я помню, что мы начали свое общение с дискуссии об истории Бурятии. Ну, вы понимаете, переломный период, 90-е, начало 2000-х годов, и Сергей Дашнимович, когда только стал уже министром, начал сразу же забирать очень круто и говорить, что вообще, если разобраться серьезно, Бурятия не имеет своей собственной истории. То есть историческое образование страдает, наше гражданское самосознание и вообще то, что сейчас происходит с историей государства российского, это закончится когда-то очень плохо, и к этому надо быть готовыми хотя бы с той позиции, на которую мы можем дотянуться, с региональной нашей истории. Спорили так довольно оживленно, он же, особенно в первый период, был так очень резок в суждениях. Я говорю, ты как старшина или дембель перед солдатом-то не рассуждая об истории. В конце концов, это особая, вечно меняющаяся наука, за которой надо следить очень внимательно и относиться к этому бережно. Вот так вот просто взять и поставить вопрос о том, что под политическими репрессиями перечеркнуть всю вот историю 20-х, 30-х годов, тогда ведь и с войной даже не было тех оценок, которые сейчас сложились. Все это невозможно, надо очень внимательно относиться к тем наработкам, которые есть, потому что других у нас нет, другой истории у нас нет. И вот, тем не менее, все равно вот взялись за эту сложную работу, и к одной только истории Бурятии мы 3 раза возвращались с проектом. Это шутки шутками, но показалась работа как-то неподъемная, и даже сейчас, когда мы ее вроде бы написали к такому первому приближению, считаем, что очень много еще надо будет редактировать, работать и делать, а по тому времени ждать было невозможно.
И вот родился тогда проект историко-культурного атласа Бурятии, который, вот, не знаю, как это получилось, но за 1 год мы тогда справились вместе с издательским проектом. Очень талантливый издатель тогда нашелся у Сергея Дашимовича, Андрей Притворов, издательство ДИК. И вот перелопачивали буквально вместе уже каждую страницу и что-то редактировали, что-то доходили. Редактор, кстати, был великолепный и в служебных бумагах, и в научной практике. Во всяком случае, в этот труд вложили очень много. А потом началось его увлечение историей буддизма, буддийской иконографией. И вот здесь вот мы тоже поработали над очень серьезными, крупными проектами, которые во многом закрепили пропаганду нашего не только вероучения, но и историко-культурных корней наших народов. И подчеркнули мы еще раз ценность и значение нашей культуры в Российской Федерации. Вообще в этот момент нам очень серьезно и хорошо помог тогда работавший Василий Цыганович Найдаков. Крупнейшая фигура, я считаю, в нашей гуманитарной науке, и своим измерением он, конечно, пережил свой век, и работа его до сих пор актуальна. Но вот в тот момент слово вот этого старшего наставника было очень много и значило очень много. И вместе с ним родилось очень много проектов, которые все-таки оказали очень большую помощь и поддержку учительской общественности. Ну, вообще, в целом, Сергей Дашнимович был и политическим мыслителем, потому что отрабатывали вместе с ним серьезно национально-региональный компонент образования Республики Бурятия. Там участвовали, конечно, и очень крупные ученые России, Петр Родионович Ватутов, о котором сейчас мы упоминали, также был подключен. Но в целом окончательная идея и окончательная редакция оказалась за ним. Это была тема и докторской его диссертации, и монографии. Но самое главное, что это попало в некоторые распределительные методики Министерства образования, а затем Министерства финансов. И некоторое время мы пытались удержать региональный компонент в образовании. Ну, правда, впереди борьба, но главное, что оселки эти так или иначе заложены, и мысль, которая когда-то была произнесена, не должна быть утеряна. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники конференции, я должен сказать, что всем близким родственникам есть полное основание гордиться тем, что в их роду был Сергей Дашнимович Намсараев. Один из выдающихся людей Бурятии, человек, который ниве образования, науки, культуры посвятил себя без остатка до конца и добился того, что в эту лихую, трудную годину удержать корабль в руках, собрать воедино как-то все системно, умно, грамотно и, главное, внести долю своих мыслей, инициатив. Этого стоит очень дорого. Это было глубоко заложено в его корнях. Система образования так или иначе тоже может гордиться тем, что в ее истории был министр Намсараев, что он сделал очень многое для того, чтобы эта система существовала, и причем, несмотря на все реформы, она будет существовать, развиваться, и надо сделать все возможное, чтобы наше образование восстановило все те свои позиции, которые были у нее еще начиная с советской поры. Потому что мы не смогли до конца восстановить и даже повторить многие из тех выдающихся образцов образования и науки тоже,
которые были достигнуты в то время. Ну а всем нам, вспоминая Сергея Дашнимовича Намсараева, сделаем небольшую заметку для себя, как один из этапных людей нашего времени боролся до конца и без остатка, и будем следовать этому примеру. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мы переходим к пленарным докладам. Доклад «Модернизация регионального образовательного пространства на основе интегративного взаимодействия образовательных, профессиональных, научных и производственных организаций предприятий региона». Слово предоставляется министру образования и науки Республики Бурятия Валерию Анатольевичу Позднякову. Добрый день, уважаемые участники конференции. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить великого человека эпохи Сергея Дашнимовича Намсараева. За годы работы министром образования он сумел со своей командой не только выстоять в 90-е годы, но и превратить систему образования республики в одну из самых стабильных отраслей социальной сферы. Он всегда повторял, что система образования не должна выживать. Она должна не просто выжить, но и не потерять темпы своего развития. Под руководством Сергея Дашнимовича развитие научно-образовательного комплекса Республики Бурятия достигло значительных успехов. Оптимизировалась его структура и содержание, повысилась эффективность работы всех видов и типов учреждений. Была создана и интенсивно развивается национальная региональная система образования на основе интеграции науки и образования. Система образования Республики Бурятия в этот период активно включилась в комплексный проект модернизации образования, так называемый КПМО, который стал впоследствии основой нынешнего национального проекта образования, который мы реализуем сейчас. Социально-педагогические эксперименты позволили привлечь в республику серьезные финансовые средства для обновления материально-технической базы школ. Модернизация образования позволила по-новому взглянуть на организацию образовательного процесса, внедрить программно-целевое и индикативно-рейтинговое управление. Именно Сергей Дашнимович выступил инициатором проведения межрегионального Байкальского образовательного форума, который позволил широко позиционировать достижения республики в области образования на всероссийский уровень. При его непосредственном участии был сформирован пул экспертов в сфере образования, которые на сегодняшний день до сих пор являются основными федеральными экспертами. Сергей Дашнимович был идейным вдохновителем инновационных процессов в регионе, обладал талантом увидеть новое и оказать поддержку зарождающимся проектам. Период его руководства был ознаменован внедрением в образовательный процесс инноваций, прогрессивных технологий, культурно-образовательных инициатив педагогических коллективов. Административно-управленческую деятельность Сергей Дашнимович успешно совмещал с научно-педагогической. Он является автором более 70 научных работ. Также является руководителем ряда издательских проектов, членом диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. Под его руководством подготовлены к защите 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций. Сергей Дашнимович возглавлял лабораторию кафедры научных основ управления образованием Бурятского государственного университета, консультировал научно-методологическую работу Бурятского института повышения квалификации работников образования. Активно и плодотворно трудился на посту заместителя председателя Совета по науке, технологиям и образованию при президенте Республики Бурятия. Являлся членом президиума Бурятского научного центра СОРА, правительственных комиссий по присуждению государственных премий в области науки и технологий, премии имени академика Атутова, о чем мы сегодня уже говорили. Он являлся активным, известным общественным деятелем. Занимал ответственный пост заместителя секретаря Политсовета Бурятской региональной организации партии «Единая Россия». Являлся председателем Совета Ассамблеи народов Бурятии, членом президиума Всебурятского центра развития культуры, председателем Республиканского совета ФСО «Юность России», президентом Федерации настольного тенниса Республики Бурятия. Большое внимание Сергей Дашнимович уделял развитию добрососедских отношений между Республикой Бурятия и Монголией. Он являлся председателем комиссии Министерства образования и науки России по реализации программы сотрудничества в области образования, культуры и науки между Россией и Монголией.
Благодаря его инициативе и при его активной поддержке были успешно открыты и работают по сей день филиал и лицей Российской академии имени Плеханова, монголо-российская школа номер 3 в городе Улан-Удэ. За многолетнюю плодотворную международную деятельность Сергей Дашнимаевич был удостоен золотой медали Российского фонда мира за миротворческую и благотворительную деятельность. Он всегда был открыт для общения. Он был верен своим жизненным принципам, был для нас примером человека с несгибаемой волей. Забота о будущем наших детей, будущего Бурятии сподвигнула Сергея Дашнимаевича к созданию общественно-политического движения «Образование и будущее», которое объединило молодых директоров школ и ученых, ветеранский корпус, педагогическое сообщество республики и ставило своей целью видеть Бурятию процветающей в составе единой, неделимой, мощной России. В этом году мы отмечаем год педагога и наставника. И, наверное, именно поэтому наиболее значим для нас юбилей нашего учителя, нашего наставника Сергея Дашнимаевича. Его дела находят продолжение в наших делах. Пусть светлая память о нем сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем свела его жизненная дорога. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Анатольевич. Владимир Валерьевич уже говорил о том, что Сергей Дашнимаевич инициировал создание инновационных образовательных учреждений. Позвольте сейчас предоставить слово директору лицея номер 27 Любовь Александровне Асановой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Почти у каждого учреждения есть свои отцы-основатели. Мы, лицей номер 27, коллектив, считаем, что у нас 4 таких отца. Это Сергей Дашнимаевич Намсараев, это Петр Родионович Атутов, Сергей Николаевич Кравцов и Александр Яковлевич Машкович. В сентябре 1989 года на базе педагогического института состоялась Всероссийская конференция по трудовому воспитанию и профориентации, организованная Министерством народного образования Республики Бурятия и Академией педагогических наук СССР. Во время этой конференции состоялась историческая встреча министра образования Сергея Дашнимаевича и директора Улан-Удэнского авиационного завода Юрия Николаевича Кравцова. По итогам этой встречи был подписан договор о научно-методическом сотрудничестве. Суть соглашения заключалась в том, чтобы на базе новой строящейся школы в поселке Восточный было создано учебное заведение инновационного типа «Политехнический лицей». И 18 апреля 1990 года под руководством и при непосредственной поддержке Сергея Дашнимаевича была учреждена концепция, план проекта на коллегии Министерства образования. А на заседании Совета министров Бурятской ССР было решено на базе строящейся школы в качестве эксперимента открыть политехнический лицей 8-11 классов. Таким образом, лицей номер 27 стал первым инновационным учебным заведением в Бурятии и был открыт в 1990 году на основании приказа министра народного образования Бурятской ССР номер 172 от 18 апреля 1990 года, и директором политехнического лицея был назначен Машкович Александр Яковлевич. Все было сделано очень правильно. Под создание лицея была подведена экономическая и научная база. Улан-Удэнским авиационным производственным объединением был заключен договор на 7 лет с научно-исследовательским институтом трудового обучения и профориентации Академии педагогических наук СССР. Руководителем научной программы стал наш земляк, действительный член Академии педагогических наук СССР, профессор, директор научно-исследовательского института трудового обучения и профориентации Петр Родионович Атутов. Был разработан научно-исследовательский проект «Политехнический лицей». Была разработана концепция, структура, организационная, учебно-программная, методическая, нормативно-правовая документация. А самое главное, это программа профдиагностики и профотбора кандидатов учащихся, критерии выявления учащихся, проявляющих интерес к технике,
имеющих технические способности. Учебно-воспитательная работа экспериментального лицея, вот это было очень правительски, в соответствии с требованиями педагогической практики и науки на основе последовательного соединения теоретического обучения с практикой. Ребята работали в лабораториях, учебно-производственных мастерских. А для преподавания специальных предметов приглашались преподаватели вузов и инженеры, конструкторы, технологи производственно-авиационного объединения. В мае 90-го года группа внедрения из ВГПИ совместно с лабораторией профориентации авиационного объединения провела опрос семиклассников поселка. Более 600 учащихся было продиагностировано, и отобрано было 60 мальчиков и 40 девочек. И 1 сентября 1990 года состоялось торжественное открытие нашего лицея. И, конечно, с напутственной речью, с пожеланием хороших успехов выступил министр образования Гонсараев Сергей Шанимович. И в течение становления, непростого становления и развития Сергей Дашкимович уделял большое внимание проблемам лицея. В 1996 году прием в лицей стал проводиться после окончания начальной ступени, то есть мы начали функционировать с 5 класса. И учащиеся школ поселка, пройдя конкурсный отбор, становились лицеистами. Внедрена была ступенчатая модель обучения, и лицей работал в режиме продленного дня. Кроме базового образования, учащиеся получали дополнительные знания через предметные лаборатории, студии, спецпредметы по выбору по утвержденному экспериментальному плану. И по итогам получали не только аттестат по образованию, но и вкладыш по специальным предметам. На третьей ступени обучения, то есть это 10-11 класс, со дня образования, то есть в течение уже 33 лет, лицей работает по профильному обучению. Наши ребята выбирают факультеты технологический, социально-экономический и естественно-научный. Специальными предметами в экспериментальном плане лицея были такие лаборатории, как АКТУБ, опытное конструкторское техническое ученическое бюро, автодело, делопроизводство, дизайн и другие. В 2006 году лицей стал победителем всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений по ПНПО, внедряющих инновационные проекты, получив грант в 1 миллион рублей. В настоящее время лицей представляет из себя образовательный комплекс, который включает в себя 4 ступени образования, от дошкольного до старшей профильной школы. Работая в тесном партнерстве с авиационным заводом по инициативе управляющего директора завода авиационного Белых Леонида Яковлевича в рамках проекта развития инженерно-технического направления в профильном образовании лицея в условиях сетевого взаимодействия в 2018 году мы открыли инженерный класс технического профиля. В 2018 году коллектив лицея победил в грантовом конкурсе благотворительного фонда семьи Рыбаковых, что позволило открыть лабораторию компьютерной графики. В 2019 год был ознаменован победой в грантовом конкурсе по проекту «Успех каждого ребенка». Было создано 405 новых мест дополнительного образования, заработали кружки по мультипликации робототехники. В 2020 году лицей стал победителем грантового конкурса создания и поддержки функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ с углубленным изучением математики и информатики федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», и грант составил 3 миллиона рублей. Мы создали лабораторию инженерно-технического творчества, Коворкинг-центр, организована работа детского объединения Big Education Факториал, школы информационно-математических лабораторий. В 2021 году мы приняли тоже участие в конкурсах и стали опорной школой Томского политехнического университета и муниципальной инновационной площадкой города Улан-Удэ. И в 2022 году в составе 5 школ республики лицей вошел во всероссийский проект «Инженерные классы авиастроительного профиля». За 30 с лишним лет менялось название учреждения, название профилей, но неизменным остаются в лицее качество обучения и традиции политехнического образования. Работая сегодня в режиме инноваций и развития, хотелось бы верить, что мы не подвели людей, которые стояли у истоков создания нашего лицея. И в первую очередь Намсараева Сергея Дашкимовича. Благодарю. Спасибо большое, Елена Александровна. Я с удовольствием хочу
хочу отметить, что в этой школе работают выпускники нашего бакалавриата, магистратуры педагогического института. Позвольте сейчас слово предоставить профессору кафедры общей педагогики Рулине Любовь Николаевне. Ой, не можно. Боже. С докладом о вкладе Сергея Дашнимаевича в развитие российско-монгольских отношений. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, мы все здесь, потому что Сергей Дашнимаевич оставил добрый след не только в региональном, российском, международном образовательном пространстве, но и в жизни каждого из нас. Начиная свое выступление, хочу сказать, что сегодня мне выпала большая честь почтить память Сергея Дашнимаевича Намсараева и выразить признательность удивительному человеку, который был сильным министром, инспектора специальных школ Балхановой Ульяны Александровны, моей мамы, другом профессора Балханова Валерия Александровича, моего дяди, младшим научным братом академика Новикова Александра Михайловича, моего учителя и научного консультанта, первым оппонентом моей кандидатской диссертации и профессором-наставником на кафедре. В докладе будет обоснован выдающийся вклад Сергея Дашнимаевича Намсараева в создание совместной монголо-российской школы и развитие регионального образовательного пространства в контексте международного сотрудничества. В качестве эпиграфа хочу привести слова госпожи Саранзон, которая на протяжении 30 лет руководила этой школой. Она говорит: Сергей Дашнимаевич был главным автором этой школы. Без него эта школа не существовала бы. Материалы для доклада собраны из личных воспоминаний и текста интервью Сергея Дашнимаевича накануне 25-летия школы. Он был главным гостем на юбилейном празднике, много и подробно рассказывал мне о своей поездке. Совместная монголо-российская школа была создана в условиях распада Советского Союза, когда многолетние дружественные отношения с соседями были на грани разрыва. В Монголии до 1990 года было более 10 советских школ. Здесь обучались дети советских специалистов, военнослужащих советской армии, сотрудников государственных учреждений, а также сотни юных монгольских граждан. Но к концу 1992 года сеть советских школ была закрыта. Как вспоминал Сергей Дашнимаевич, в этой непростой политической ситуации в ноябре 1991 года состоялось празднование 70-летия системы просвещения Монголии. Во время юбилейных мероприятий ряд высокопоставленных чиновников, представители интеллигенции озвучили просьбу монгольских родителей оставить на территории Монголии хотя бы одну такую школу. В тот момент мы не были готовы ответить нашим друзьям, однако, возвращаясь из Улан-Батора по зимней, заснеженной дороге, мы обсуждали эту проблему с депутатом Верховного Совета РСФСР Бадмаевым Саналом Алексеевичем. В результате у нас родилась мысль создать образовательное учреждение в статусе совместного предприятия на базе школы номер 3 города Улан-Батора. В июле 1992 года состоялось закрытие советских школ Монголии. Процедурой руководили Халха Монгол Нацагин Куртнасан, министр образования Монголии, Ойрат Монгол Санал Бадмаев, заместитель министра образования Российской Федерации, и Бурят Монгол Сергей Намсараев, министр образования и науки Республики Бурятия. Именно тогда идея создания совместной школы перешла в стадию международного образовательного проекта. Как говорил Сергей Дашнимаевич, проект запустили 3 монгола, объединившись во Всемонгольский союз Хамак-Монгол. Поэтому школа с самого начала реализует высокую идею образования без границ. После этой встречи Сергей Дашнимаевич начал продвигать вопрос о сохранении советской школы в Монголии на всех уровнях и во всех ветвях власти. В результате очень быстро получили поддержку министра образования Российской Федерации Эдуарда Дмитриевича Днепрова. Разрешите представить 5 аспектов вклада заслуг Сергея Дашнимаевича в развитии российской образовательной политики и регионального образовательного пространства в результате создания совместной монголо-российской школы. Первый аспект. Совместная монголо-российская школа была основана в 1992 году по решению Межправительственной комиссии России и Монголии.
и с 1994 года начала осуществлять образовательную деятельность в соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным между Министерством образования Российской Федерации, Министерством образования и науки Республики Бурятии, Министерством науки и образования Монголии. Проект был запущен за очень короткий срок – 2 года, и это является показателем продуктивной инновационной деятельности министра и педагога Намсараева. Он руководил полным циклом этого образовательного проекта на этапах концептуализации, моделирования, социально-политического и материально-технологического сопровождения, общественно-политической и педагогической рефлексии. Для того, чтобы воплотить идею в проект, Сергей Дашинимаевич использовал богатый личный опыт ведения переговоров, весь арсенал неформальных деловых связей в России и Монголии. И в этом состоит его вклад в разработку неформального, социально-политического и дипломатического механизма экспорта российского образования в международном образовательном пространстве. Второй аспект. Авторы проекта были убеждены, что школа должна жить ради детей. Именно эта жизнеутверждающая цель помогла преодолеть бюрократические глупости, откровенный бойкот, надуманную панмонголизацию на пути создания совместной школы. Сергей Дашинимаевич искусно владел навыками разрешения конфликтов в системе образования. И когда возникали трудности, связанные с материальной базой школ, он старался оградить педагогический коллектив от хозяйственных забот. Отстаивая интересы учащихся в числе совместной школы, министр Намсараев в буквальном смысле слова противостоял рейдерскому захвату школьного имущества. Наиболее значимым положительным результатом создания совместной школы являются ее успешные ученики, которые занимают лидирующие места в олимпиадах различного уровня, поступают в престижные университеты мира. Как отмечают монгольские педагоги, смелость и искренняя любовь к монгольскому народу позволили Сергею Дашинимаевичу внести неоценимый вклад в подготовку современной монгольской элиты. Третий аспект. Социально-политические условия 90-х годов заставили искать способы сохранения лучших традиций советской школы, развития зарождающегося передового опыта российского образования. Этот подход был реализован в совместной школе. Школа создавалась во время первой ретроинновационной волны в истории отечественного образования, когда происходили сущностные, системные структурные изменения, вернулось частное и государственное образование, поощрялись благотворительность и меценатство. Эти мотивы, несомненно, отразились в концепции совместной школы. На территории зарубежной страны были сохранены традиции советской школы. Таким образом, Сергей Дашинимаевич внес вклад в создание условий для качественного образования и личностного развития учащихся учителей совместной монголо-российской школы, осуществив их мечту и привилегию учиться и обучать на основе российских предметных методик, лучших методик в мире. Четвертый аспект. Создание совместной школы позволило сохранить культурно-образовательные позиции нашей страны в Монголии за четверть века до провозглашения политики «Поворот России на восток». В контексте восточно-ориентированной внешней политики необходимо возрождать и развивать мосты дружбы с нашими соседями. Поэтому значимым событием стало вхождение совместной монголо-российской школы в сеть инновационных площадок Института стратегии развития образования Российской академии образования в октябре 2017 года. Данный факт подтверждает вклад Сергея Дашинимаевича в развитие российского монгольского научно-образовательного сотрудничества. И пятый аспект. Совместная монголо-российская школа представляет собой международную образовательную организацию, уникальное учреждение с обучением по российским образовательным стандартам. Это был первый удачный опыт экспорта образовательных услуг в постсоветском пространстве. Позже, в 2002 году в городе Ашхабаде была создана совместная туркмен-российская общеобразовательная школа имени Александра Сергеевича Пушкина. А в 2022 году в городе Душанбе открылась средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Но совместная монголо-российская школа до сих пор не имеет аналога в международной образовательной практике.
и рассматривается в качестве эффективного средства укрепления позиции русского языка и распространения российской культуры в мире. В этом состоит исключительный вклад Сергея Дашнимаевича в расширение гуманитарного и политического влияния Российской Федерации в мировом сообществе. Сергей Дашнимаевич остается главным автором педагогической идеи, главным разработчиком образовательного проекта и главным политическим и административным деятелем в создании совместной монголо-российской школы. Все аспекты деятельности Сергея Дашнимаевича в создании совместной монголо-российской школы невозможно охватить в коротком докладе, но можно и нужно представить в диссертационном исследовании научной монографии. Спасибо. У нас в зале много аспирантов. Надеюсь, они услышали будущую тему своего исследования. Уважаемые коллеги, позвольте сейчас приступить к презентации книги воспоминаний «Грани таланта. Ученый, педагог, политик». Слово предоставляется руководителю редакционной коллегии, кандидату исторических наук, исполняющей обязанности директора Бурятского научного центра Всевышнего отделения РАН Базаровой Галине Дашиевне. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, родственники, все приглашенные, идея написать книгу воспоминаний о Сергее Дашнимаевиче принадлежит прежде всего родственникам, а конкретно его сестре, нашей коллеге, доктору исторических наук Вере Дашиевне Уксоковой. Первоначально, конечно, она так и задумывалась, как книга воспоминаний о родственниках, и, возможно, было бы приглашение коллег. Но при последующем обсуждении содержания у академика Бориса Ивановича Базарова возникла мысль о наполнении материалом, который бы осветил личность Сергея Дашнимаевича Нацараева с разных сторон, как управленца, педагога, политика, наставника и ученого. При составлении списка предполагаемых авторов постарались учесть эти моменты и обратились с информационным письмом к коллегам. Хочу отметить, что предполагаемые авторы почти все откликнулись, и я искренне благодарна всем, кто нашел время и поделился своими воспоминаниями о Сергее Дашнимаевиче. Отдельно хотелось бы отметить всех авторов приветствий. Это министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, где он очень тепло отзывается о министре, председателя Народного хурала Республики Бурятия Владимира Анатольевича Павлова и министра образования и науки Республики Бурятия Валерия Анатольевича Позднякова. Учитывая заслуги Сергея Дашнимаевича в создании и развитии национально-регионального компонента в образовании, его личную заинтересованность в развитии родного языка, на оргкомитете было принято решение некоторые статьи издать на бурятском языке. В итоге получился сборник воспоминаний из 38 статей, 3 приветствий, 70 фотографий, включая анкету и заявление. Листайте, пожалуйста, презентацию. Заявление, которое мы нашли в архиве, чтобы показать, каким каллиграфическим почерком писал наш министр. В книгу вошла также библиография трудов профессора Насараева, которую подготовили сотрудники научной библиотеки БНС «Уран» Людмила Леонидовна Кушнарева и Елена Александровна Кузьмина. Им хотелось бы сказать тоже отдельные слова благодарности. Они откликнулись буквально первые и проделали достаточно большой объем работы. В библиографию вошли выходные данные трудов автора, материалы научных конференций, редакторские работы, диссертации выполнены под руководством профессора Намшараева и публикации о нем. Статьи в сборнике воспоминаний располагаются в алфавитном порядке. Сведения об авторах в конце сборника. Как я уже сказала... Понятно. В статьях коллег много внимания уделено деятельности Сергея Дашнимаевича как управленца. Как я уже сказала, что статьи получились многоаспектные, возможно, где-то есть повторение, но авторы статей, а это в основном люди из команды министра,
поэтому многие яркие события, конечно же, происходили на глазах у всех, и обойтись без повторов было практически невозможно. Присутствующие здесь ветераны аппарата министерства, наверное, все как один скажут, что работа под началом министра была школой для всех. Мы учились не только писать и готовить документы, но и учились общению с коллегами как внутри аппарата, так и в общению с коллегами из разных министерств и ведомств. Возникали иногда очень сложные ситуации с посетителями. Тогда приходилось выслушивать просто абсурдные какие-то требования, какие-то просьбы. Приходилось иногда вырабатывать и командный голос, но министр всегда требовал находить единственно правильное решение, и мы это делали. Много внимания уделено в статьях личности министра как политика, как ученого, как стратега системы образования и науки. Человеческие качества министра также описаны в воспоминаниях. Но здесь, наверное, мало людей найдется, с которыми был знаком и общался Сергей Дашнимович, которые скажут, что он не принял в их судьбе какого-либо участия. Некоторые авторы приводят воспоминания личного характера, в которых описаны смешные или какие-то казусные ситуации, но они характеризуют Сергея Дашнимовича как человека, умевшего ценить и чувствовать юмор. Не обошли мы, конечно же, и семейные воспоминания. В сборнике их представил брат Сергея Дашнимовича, Владимир Садашевич Садашеев. Здесь мы постарались какие-то семейные фотографии, где Сергей Дашнимович с семьей, с внуками. И я думаю, что эта книга, конечно же, обогатит их семейную библиотеку. Но это вкратце о книге. И еще раз хочу поблагодарить спонсоров, авторов и редакторов за проделанную работу. И надеюсь, что, попав в руки читателям, эта книга станет для кого-то открытием каких-то интересных моментов, для кого-то воспоминанием, для кого-то, может быть, даже методическим пособием, а для кого-то жизненным ориентиром. И сейчас я хочу слово предоставить одному из авторов, Светлане Цыдыковне Имбуевой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня, 19 июня, день рождения Сергея Дашнимовича, собрал нас всех тех, кому посчастливилось вместе работать, кому посчастливилось быть в его команде. В книге, которая сегодня презентуется, у каждого свой Сергей Дашнимович. Человек, который... У каждого свои воспоминания, свои мысли, свои надежды, его вклад в личную жизнь каждого из нас. Я бы, наверное, хотела и в своих воспоминаниях писала о том, как в тяжелые 90-е годы Сергей Дашнимович нас взял в свою команду начальников и заведующих районными управлениями образования. Это были действительно сложнейшие годы. Это была 7-8-месячная невыплата заработной платы. Это были забастовки наших учителей. Это мы были, наверное, начальники, заведующие как слугами, или не только 7 господ, а еще, наверное, больше господ. Да? И вот единственная, наверное, отрада была, когда приезжал плакать в жилетку к нашему министру. И вот я на всю жизнь запомнила его слова, когда я начинала жаловаться, говорить, что это тяжело, что это сложно. Он говорил: не бывает безвыходных ситуаций. Нет выхода, ищи вход. Нет входа, ищи выход. То есть в любом случае он всегда старался поддержать и всегда говорил о том, что на самом деле всегда есть выход и всегда можно найти решение любым вопросам. Я помню одна из забастовок, больших забастовок на площади Советов, это 97-й, 6-й год, 96-й, 7-й год, когда мы приехали вместе со своими учителями на площадь, и вышел к нам Сергей Дашнимович, и действительно как так получилось, что люди пытались высказать свое возмущение, и как-то так спокойно все разошлись. То есть он всегда был с народом, во главе вот этой забастовки, он как бы сам... То есть это был человек, который не отделял себя от
от других людей. Про себя он всегда говорил, что он авторитарный руководитель. Но вот этой авторитарности его, наверное, мы не ощущали. Он всегда про нас говорил, что мы министры образования районов, что мы держим политику в районе, что от нас зависит спокойствие, спокойствие любого района. И всегда он говорил в приемной, чтобы ни один начальник не сидел в очереди, он должен всегда проходить без очереди. Я вспоминаю такой казус, когда по привычке, уже будучи директором педколледжа, собралась лезть без очереди, и он меня остановил: ты теперь, как все, дорогая, ты теперь просто руководитель республиканского учреждения, теперь тебе придется сидеть в приемной. Это же такие вот заявления сегодня, каллиграфический почерк Сергея Дашнимаевича. Один из был момент, когда мы все стали писать на компьютеры, я красивое заявление написанное принесла ему и говорю: вот только подпись свою там росчерк поставила, да, вот принесла заявление на отпуск. Он: сядь и перепиши это заявление своими руками. Как это так, заявление ты пишешь вот таким образом? Ну, таких моментов, вот личных моментов очень много. И я думаю, что в моей личной судьбе Сергей Дашнимаевич сыграл просто колоссальную роль. И когда назначал на должности директора, он говорил, что педагогический колледж должен стать одним из лучших учебных заведений России, что подготовка учителя – это есть штучный товар. И любой учитель, тем более учитель начальных классов, он должен быть с абсолютно качественной подготовкой. Я благодарю всех, кто сегодня принимает участие в нашей научно-практической конференции, в воспоминаниях о Сергее Дашнимаевиче. И пусть вот человек, ушедший в вечность, он живет в каждом из нас, и я думаю, что будет жить вечно. Спасибо большое, Александра Викторовна. У нас директор Бурятского республиканского педагогического колледжа «Приятных гостей». Уважаемые коллеги, уже говорили, что Сергей Дашнимаевич был деканом, тогда он назывался ИПФ, индустриально-педагогический факультет. Вот я молодым ассистентом вела за ним занятия по педагогике. Он знал каждого студента по имени-отчеству, чем приводил их в легкий трепет и шок. Он мог на лекциях, где сидело по 100 с лишним человек, обратиться к студенту по имени-отчеству. Они все, то есть у него была такая феноменальная память. И вот сегодня его ученики, выпускники тогдашнего ИПФ устроили нам выставку. Вы заходили в холл и видели, у нас представлена сегодня конкурс-выставка работ по художественно-прикладному искусству ведущих учителей технологий Республики Бурятия и также страны мастеров. У нас есть такое российское сообщество. И сейчас хотелось бы предоставить слово главному редактору дидактического интернет-портала «Страна мастеров», творческому директору проекта «Край родной» Татьяне Николаевне Просняковой. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я выражаю огромную благодарность от себя лично, от всего нашего сообщества за приглашение на такую замечательную, важную конференцию. Особенно то, что нам приятно, что эта конференция проходит в день рождения великого педагога. Мы педагогическое сообщество, и мы очень рады тому, что сможем выступить перед вами именно в этот день. Сегодня юбилеев очень много. Дело в том, что нашему сообществу тоже исполнилось в этом году 15 лет. Я сама 25 лет являюсь автором учебников технологии для начальной школы в системе развивающего обучения Леонида Владимировича Замкова. 5 лет являюсь творческим директором проекта «Край родной», когда мы
обучаем детей краеведению через прикладное творчество. Этот проект широко реализуется на данный момент в Югре, в Якутии, в Москве. Мы очень надеемся, что мы перейдем и в Бурятию с этим проектом. Подробнее о нем я буду рассказывать на секции. Но сегодня у нас на день рождения принято дарить подарки. И мы пришли к вам с подарками. Мы пришли к вам с арт-проектом. Что такое арт-проект? Это некоторая находка нашего сообщества. Мы ведь тоже думаем о том, как трансформировать образовательное пространство, как сделать обучение детей радостным и творческим. И мы уже 10 лет ездим по стране с выставками. Само наше сообщество находится в интернете. Оно объединяет все русскоязычное пространство мира, имеет 350 тысяч зарегистрированных пользователей, но обычных пользователей заходят миллионы в неделю. И мы каждый год устраиваем очные выставки, выезды педагогов с работами своими и своих учеников. Все наши педагоги не профессиональные мастера, но суперпрофессиональные учителя. И они сами умеют творить чудеса своими руками и учат этому детей. Что такое арт-проект? Мы считаем, что мир наш настолько усложнился, и очень сложно будет в скором времени одному человеку создавать нечто уникальное. Но уникальное могут создавать коллективы. И мы показываем пример, как несколько объединившихся вместе мастеров, каждый, вкладывая частицу своего таланта, могут создать нечто большее, чем каждый может создать по отдельности. Некую картину, проект, некое послание в будущее, в котором каждый выражает свою идею. И мы эти проекты обычно мы дарим всему миру в тех местах, где они проходят. Наши проекты прошли в Москве, в Санкт-Петербурге, в Финляндии, в Пекине, в Вене, в Верхотурье. В прошлом году был проект «Дерево творчества», на котором разместились 82 птицы, посвященные промыслам России. И сейчас это дерево стало знаковым местом города, куда едут и возят фотографироваться и привозят почетных гостей. И вот наш новый арт-проект будет называться «Океан мира». Что такое, по нашему представлению, океан мира? Это океан тех качеств, которые позволяют всему миру по-настоящему стать мирным, творческим и счастливым. И вот какие же эти качества? Мы выразим это при помощи рыбок, потому что в океане плавают рыбки, а Бурятия – это республика самого чистого и прекрасного озера в мире. И поэтому каждый наш мастер привез, сделал уникальную, абсолютно неповторимую рыбку, которая выражает то качество, которое сегодня мы хотим запустить в мир, которое мы хотим увидеть в нашем будущем. И вот вы скоро это увидите, они сами вам об этом расскажут. Ну и поскольку все мы педагоги, а педагоги должны быть немного детьми, мы просим вас тоже немного поучаствовать в этой, можно сказать, такой радостной акции, в этой игре. Все наши педагоги тоже будут выступать немного в роли детей, рассказывать о своих рыбках и запускать их в этот океан. Давайте поприветствуем наших педагогов. И первой приглашается группа под названием «Ручейки». Группа «Ручейки» — это педагоги из разных городов. Это педагоги из Москвы, Верхотурья, Краснодарского края, Иркутской области, Благовещенска и Улан-Удэ. Видите, все из разных городов. Но всех их объединяет любовь к творчеству, участие в выставках страны мастеров и участие в нашем арт-проекте. Сейчас они сами расскажут о том, какие идеи они хотят запустить в окружающий мир на будущее. Ручьи – великая ценность Земли. Они несут хрустальную чистоту воды. Вода живая. Она является домом для многих живых существ, в том числе для рыб. Каждая рыбка олицетворяет человеческую ценность. Наши ручейки и рыбки приплыли из разных мест и
спускаются в океан мира. Каждый из нас хочет жить в мире и спокойствии. Символом мира, как известно, является голубь. И мы в наш океан хотим запустить летучую рыбу мира с крыльями. Она несет оливковую ветвь, которая является символом добродетели, силы духа и надежды. И пусть эта рыба несет нам мирное небо над головой. Рыбка, радость моя, олицетворяет единство духовности и творчества. Эта рыбка создана по мотивам Дивеевской глиняной игрушки. Дивеева неразрывно связана с именем Серафима Саровского, который всех встречал словами «радость моя». И эта рыбка несет в океан мира радость. Маленький морской конек, он любознательный и любопытный. Мы, ручейки педагоги, незримо сопровождаем неопытных малышей, поддерживаем их и выпускаем в свободное плавание. Эта рыба сделана руками детьми. Рыба Колумба. Это рыба надежды на возрождение. И она дает миру надежду на возрождение и сохранение тех природных объектов, которые, к сожалению, уже исчезли. Одежда отражает красоту человеческой души, а рыбка, лоскутно-тесемочная, созданная по мотивам народного костюма, бережно хранит эту красоту. Дорогие и уважаемые, согласитесь, что когда мы видим радугу на небе, каждый стремится загадать желание. И вот эта рыбка, радуга, это та рыбка, которая исполнит желание каждого. А самое главное желание – это, конечно, мир и здоровье для всех. Минуту эти рыбки заполнят наш океан, но первой рыбкой приплывет вот это чудо-юдо рыба-кит. На этом ките находятся домики, но не просто домики, это города. Каждый дом символизирует 17 городов России, из которых приехали наши мастера. И наша идея – объединяйтесь в творчестве, и тогда мир по-настоящему станет мирным. Мы приглашаем группу «Медузы». Морские звезды. Морские звезды. Группа «Морские звезды» приехала из Москвы. Ой. Из Москвы, Сыктывкара, Псковской области, Ростовской области, Уфы и снова Москвы. Да, мы такие, морские звезды. Первую рыбку, которую хочу я запустить в наш мировой океан, это рыбка-василек. Пускай наше небо будет таким же, по-прежнему, василькового цвета. А вторая рыбка – это верный учитель. Если ты владеешь знаниями, то зажги этими знаниями и другие светильники. Это осьминожка радостная, игривая, движущаяся. Пусть она у вас вызывает желание не стоять на месте, а двигаться всегда вперед. А эта рыбка в ярком халатике, накинутом поверх кружевного пеньюара, символизирует домашний уют. Мамины теплые руки, вкусные обеды, папин добрый взгляд, папина поддержка. Все это олицетворяет рыбка домашний уют.
должен находить в своей жизни хоть малейший повод для праздника. И тогда мы все будем счастливы. Я представляю золотую рыбку. Рыбка чуда, рыбка волшебства. Каждый ребенок, каждый взрослый мечтает о чуде. Так пусть эта золотая рыбка поможет вам в создании чудес в вашей семье. Моя рыбка – забота. У русских есть пословица: «Всякой матери свое дитя мило». Это относится и к людям, это относится и к миру животных. На своей рыбке я изобразила нерку с бельком, удочку с утенком и рыб с маньками. В океан мира я хотела бы запустить медузу по имени Гармония. Что такое гармония? Гармония – это идеальное состояние души, ума, тела, сердца. У медузы разные ленточки, которые несут свой знак. Это цель, желание, возможность и реализация. Я запускаю своих рыбок народные традиции и ремесла. И пусть традиции наших предков переполняют океаны. Друзья, всего такого творческого и яркого нельзя, пожалуйста, повесьте на место, да, рыбок. И мы делаем небольшой перерыв в нашем проекте. Мы его завершим после еще одного выступления. Уважаемые коллеги, мы хотим поблагодарить Российское сообщество страна-мастеров. Все, кто остаются у нас работать здесь, мы еще посмотрим представление и выставку. А сейчас хотелось бы предоставить слово, открытый свободный микрофон тем, кто знал Сергея Дашенимаевича, кто работал вместе с ним. Ну и начнет наше выступление от родственников. Слово предоставляется Владимиру Цидашевичу. Пожалуйста. Давайте поприветствуем. Добрый день, дорогие уважаемые друзья, уважаемый Валерий Анатольевич, Алдар Валерьевич. Сегодняшняя конференция, сегодняшняя встреча проходит в конце завершения года. Это для педагогического сообщества очень важное мероприятие сегодня проходит, конференция. И, безусловно, конференция будет иметь продолжение. Про это уже мы в сообщениях, докладах услышали. И самое главное, что эта конференция очень, безусловно, придаст следующий очень позитивный импульс для дальнейшего развития системы образования Республики Бурятия. Про презентацию книги, свои мысли мы изложили, там в книге есть, но про это все рассказать, это не очень, это так, такое дело, поэтому, Сергей Дашенимаевич, мы выросли в одной большой семье, это надо подчеркнуть, и на деревне, в станции Хакбулакова Вянского района Чеченской области. А основная его жизнь, где-то полвека, в принципе, он свою судьбу, свою жизнь провел в Республике Бурятия. Это очень важно. Из 100 лет Республики Бурятия, которую мы отмечаем в этом году, отмечается это все очень обширно, масштабно, интересно. Полвека практически он был в Бурятии. Работал в основном в республике. Здесь надо подчеркнуть имени родственников, земляков, конкурсов, что его окружало постоянно такие коллективы, такие люди, соратники, есть такое слово, это очень надежное, прочное такое слово, коллеги, соратники, друзья. Благодаря их усилиям, безусловно, результаты пошли в развитие региональной системы образования в республике. Где
принял такую свою частицу своего труда, вложил Сергей Дашнимаевич в наш страну. Благодарю всех, кто сегодня принимает участие. Всем хотел пожелать крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых творческих удач, творческих успехов, новых инновационных проектов в деле воспитания подрастающего поколения, в деле развития системы образования Республики Бурятия. С праздником! Спасибо всем! Уважаемые коллеги, слово предоставляется член-корреспонденту Российской академии образования, профессору, доктору педагогических наук Степану Владимировичу Калмыкову. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть вас. Приятно, что приехали гости из разных регионов почтить память нашего друга, коллеги Сергея Дашнимаевича. Сергею Дашнимаевичу нам пришлось работать в непростое время. Вот эти люди, которые на фотографии, пережили целую эпоху. В то же время не потеряли ориентира, работали из одного тысячелетия в другое, из одного столетия в другое на переломе, из одной общественной, как раньше говорили, экономической системы в другую. И все время надо было держать руку на пульсе, не терять тот уровень образования, культуры и экономики, который сложился до этого периода. Наоборот, сделать движение вперед с учетом тенденций развития мировой экономики, мировой политики и науки. Естественно, образование. Сергей Дашнимаевич, конечно, по-своему уникальный человек. Очень одаренный. Я даже более сказал бы словами Игоря Губермана, вот Сергей Дашнимаевич все время пахло талантом. Где бы ни был, в какой сфере ни действовал, о чем бы ни говорил, человек очень харизматичный. С ним иногда было трудно спорить, потому что он мог перейти на очень категоричные осуждения, понятия, но он человек был очень умный. Никогда в этих своих суждениях не доходил до предела. Понимал собеседника, коллегу, подчиненных, хорошо взаимодействовал с руководством образования и науки страны. Конечно, он не мог в полной мере в силу своей должности заниматься научно-исследовательской работой. Но я думаю, что то, чем он занимался, с учетом вот тех процессов, которые сейчас происходят, и помня его труды в области развития национально-регионального компонента в образовании, мне кажется, сейчас пришло время, может быть, даже запаздываем, перейти на новый этап так называемой этнопедагогики. Историки во многих странах мира, в том числе в нашей стране, в какой-то степени на эту систему перешли. То есть этнография, этнология переходит на уровень такой палеогенетики, да, Борис Иванович, в ряде стран. Занимаются ДНК. Национально-региональный компонент в области образования и воспитания сейчас уже не может в полной мере рассматриваться, в частности, без генетики. В свое время мы пытались лет 20 с лишним тому назад и организовали кафедру генетики в ГУ. Тогда у многих было понимание, что это нужно. Но некоторые считали, в том числе часть руководителей БГУ, что вот генетика – это большие расходы. Это лаборатории. Генетика, в первую очередь, это теория, понимание, подходы. Мне кажется, вот и в университете сейчас, как в головном вузе, по ряду направлений, мы должны этим заниматься.
Очень интересные получаются результаты. Я внимательно читаю многие материалы по истории, по вопросам образования, воспитания, традиций. Многие позиции, которые были раньше обозначены, в том числе в советское время, и признаны как негативные, это было сделано искусственно. Искусственно для того, чтобы, понятно, держать общество. Сейчас нам надо, процессы уже идут, но не так активно, освобождаться от некоторых стереотипов и заниматься перспективными, глубинными вопросами. Конечно, вы можете задать вопрос, педагогика и генетика – это нечто, да? В свое время это очень сильно критиковалось. Много лет тому назад я был деканом, кто помнит. Геннадий Торжич, будучи ректором, в это время меня пытал. Приду на работу, он вызывает, говорит: вот, Степан Андреевич, не можешь ты вот наладить работу в общежитии. У тебя там ребята что-то вчера натворили. Ладно, я разбираюсь, кто что натворил. Ну, понятно, я сам в общежитии жил много лет. Знаю, что там творят. Вот. Второй раз приглашают. Опять то же самое. Третий раз. Когда третий раз он настойчиво начал мне рекомендовать, что вот, видимо, не справляюсь. Я говорю: Геннадий Андреевич, вообще-то, говорю, вы на охоту ездите? Он сразу оживился. Говорит: да, бываю на охоте. А вы же видите, там вот олени, зюбры, что делают. Вообще, говорит, страшно смотреть. Сцепится рогами, говорит, зюбры, и не разоймешь. Вот эти опасно. Я говорю: Геннадий Андреевич, в общежитии то же самое происходит. Он говорит: в каком смысле? В общежитии живут парни, живут девушки. К ним приходят, к этим девушкам, парни из другого общежития, или с улицы, или откуда-то. Ясное дело, конкуренции. Сцепились. Кто сильнее, тот слабо вытянул. Ты, говорит, Степан Андреевич, мне белый диктатор, что мне занимайся. Я думаю, что вот это, я просто для разрядки пример привожу, нам пришло время нам совместить гуманитарные, общественные, педагогические науки с медициной, с биологией, с генетикой, с информационным уже как-то неудобно будет, на слуху, технологии. В целом я должен сказать, что мне было приятно работать с Сергеем Дашнимовичем. Конечно, мы спорили, но так сложились, мы почти в одно время начали работать, что никогда не вмешивались мы в дела друг друга. Никогда не вмешивались по вопросам кадровой политики. Он решал все сам, хотя иногда спрашивал. У нас здесь решались, он тоже иногда советовал. Понимали друг друга, были споры, но всегда была мощная поддержка со стороны Сергея Ильича. Были, конечно, иногда у него эмоциональные такие выступления, например, давно уже, когда мы затеяли создание благотворительного фонда, провели совещание, Сергей Дашнимович я пригласил, и говорю: вот такое дело. Сергей Дашнимович выступил красиво, с юмором и с критикой. Вот Степан Владимирович затеял какой-то благотворительный фонд. Это непонятно, что из этого выйдет. Из этого вышло что? Через 2-3 года во всех школах начали образовываться благотворительные фонды, и до сих пор это считается хорошим делом. То есть вот так. Я не огорчился, что он выступил, я знаю, что он иногда эмоционально выступал, но с пользой. Я приветствую организаторов конференции. Я думаю, что Алдар Валерьевич правильно говорит, надо почаще проводить, но возможно, я думаю, что конференцию, связанную с деятельностью Петра Родионовича и Сергея Дашнимовича, можно объединить. Вообще у нас тенденция такая, что в
количество великих, естественно, возрастает. Поспеть со всеми очень трудно. Надо научаться здесь их объединять и каждый раз вычерчивать ту линию, которая сегодня наиболее актуальна и перспективна. Из группы этих ученых все вместе, но вот так. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Степан Владимирович. Последние годы, вы знаете, Сергей Дашнимаевич активно работал в нашем диссертационном совете. Вот сейчас позвольте слово предоставить человеку, который вместе работал в совете, Дугаровой Дулмет Финдашивни, доктору педагогических наук, профессору. Пожалуйста. И еще землячки, да? Данным мероприятием, да и очень часто я вспоминаю один эпизод, когда еще молодые преподаватели шли на работу утром. Вышли мы с трамвайной остановки, идем на работу, он идет, ничего у него в руках нет, а я в двух руках несу сумки. Он на меня посмотрел и говорит: что, у тебя в голове мало, что ли? У меня вот ничего, у меня в голове много, и я даю то, что я могу дать. А ты-то что сумки таскаешь? Я говорю: так тебе что таскать-то преподавателю педагогики? Что ты можешь принести студентам по педагогике? Я же преподаю методику преподавания математики. А как я могу преподавать математику и говорить учебники Киселева, Погорелова и так далее, Атанасяна, если я не покажу им учебники, не зачитаю разные определения вектора или еще другого понятия у разных авторов учебника, они же мне не поверят. И они должны, а таких учебниках нет, в ВУЗе библиотеки этого нет. И этот момент, он тогда на меня посмотрел. Может, ты права, но все-таки в голове надо носить. Всегда последнее слово должно было быть за ним. И поэтому сегодня, слушая эти материалы, выступающие, я вот, если можно, в письменном виде не успела предоставить такой материал по итогам этой конференции. Я его предлагаю, постараюсь оставить, или если возьмите, конечно, публикации. Масштабирование, становления и развития национально-региональной системы образования Республики Бурятия. Вот именно этот опыт нашего Бурятского государственного педагогического института, государственного университета нашего, оно стоит масштабирования, потому что это уже реальность. Первое, что входит в это, во-первых, в нашем университете был открыт факультет повышения квалификации руководителей образовательных учреждений. Куда приезжали к нам, когда построили новое общежитие, секционное общежитие, приезжали директора, руководители школ Якутии, Читинской области и Республики Бурятия. И вот тогда вот делились этим опытом руководители, поручили, доверили такое важное дело на уровне вот именно по восточном направлении, как сегодня вот мы только что прошел наш Санкт-Петербургский форум. Вот наш регион и вот факультет повышения квалификации был открыт у нас. А уже будучи деканами факультетов, Степан Владимирович во главе, конечно, как декан факультета своего, Сергей Дашнимаевич тоже декан факультета своего, и я как декан факультета повышения квалификации руководителей образовательных учреждений. Вот со Степаном Владимировичем я, конечно, не могла сидеть рядом,
на галерке и обсуждать, смотреть, потому что Степан Владимирович другая личность, Сергей Дашнимаевич свой парень, можно сказать. Сидим на ученых советах и обсуждаем те или иные вопросы. Поэтому это масштабирование, становление развития национально-региональной системы образования Республики Бурятия – это то, о чем мы заявляли и в дальнейшем будем заявлять, что наш регион и вот национально-региональная система образования, оно того стоит. И поэтому первое, что входило в деятельность Сергея Дашнимаевича, это создание своей команды. И эта команда вот деканов, допустим, в тот момент мы были, создание учеников в этом плане. И поэтому это вечная проблема, национально-региональная система образования, во всяком случае, не так уж сказать, что вечная на века, но в данный период она очень и очень актуальна. И вот если мы говорим, что можно бы предложить или вот масштабировать в этом плане, вот, например, исследование. В команду Сергея Дашнимаевича могут войти, конечно, те, которые того представляют эти материалы. Так, например, запуталась. Масштабирование – это диссертации, которые выполняли наши исследователи. Это вопросы, касающиеся разных направлений. Это возможно быть и связанные, например, сегодня особенно актуально идет институциализация этой национальной системы квалификации. Это взаимодействие профессионального образования и рынка труда в условиях институциализации национальной системы квалификации. Профессиональные стандарты, национальная система квалификации, регионализация профессионального образования, особенно сегодня, является очень и очень актуальной. Но много не будем занимать время, это будет опубликовываться, да, это все мы прочитаем. Спасибо всем, кто вот сегодня присутствует, и этот зал весь полный. Но был бы больше зал, наверное, еще бы больше было бы народу. Вот в этом плане жаль. Но мы все единомышленники, соратники, ученики, последователи вот такого дарования, такого нашего профессора, доктора наук, министра образования, коллеги. Жаль, конечно, что он рано ушел, но соратники такие же, как наш Степан Владимирович Калмыков. Вот они вели нас, наш корабль педагогического образования, профессионально-педагогического образования, о котором говорят, ну, во всяком случае, в наших 3 регионах, Якутия, Читинская область, тогда Республика Бурятия, те, которые учились у нас, приезжали к нам учиться на факультет повышения квалификации, конечно, все помнят. Но были еще и издержки этого момента. Например, приезжали с Якутии, там же по контракту, не и так далее, они такие все с Украины, большие, высокие. И были, споры, особенно якуты между собой ругались, ну, чуть ли не до рукопашного можно иногда доходило. Но утром нам все время шла на работу и ждала, когда же меня вызовут к ректору, что там случилось. Приходишь, они говорят, да ваши слушатели забыли, где дверь, и хотели выйти на улицу через окно. Поэтому такие вот интересные моменты, но оно того стоит, что его масштабировать, опыт
исследования, труды Сергея Дашнимаевича, Степана Владимировича. Поэтому надо, Степан Владимирович, как говорят, надо тряхнуть стариной. И все это то прошлое, которое будет сделать достойное масштабирование национально-региональной системы Республики Бурятия. Спасибо за внимание. Спасибо большое за приглашение. Уважаемые коллеги, мы завершаем с вами первую часть нашей сегодняшней работы. Хотелось бы сразу к сведению всех, что по результатам нашей конференции будут опубликованы материалы в Вестнике БГУ «Личность, образование, общество». Сейчас мы будем делиться, поскольку у нас два крупных мероприятия после обеда. Мы приглашаем руководителей муниципалитетов, районных управлений образования пройти сегодня ветеранов педагогического труда в БРИОП на открытие бюста, посвященного Сергею Дашнимаевичу. Все, кто принимает участие в работе наших творческих мастерских, а здесь представлены работы и будут давать мастерские наша система среднего профессионального образования, вот сразу в холле. Рядом также будут дошкольное наше образование, детский сад «Росинка», учителя наших школ и работы наших гостей с сообщества «Страна мастеров». Поэтому сейчас можно, Альбина Борисовна, вас показать. Вот хозяйка БРИО, которая поведет вас к себе, открываться бюст, последовать за ней, поскольку немножко нужно будет пройти. Всем остальным участникам секционных заседаний, творческих мастерских, просьба еще остаться в зале. Мы посмотрим продолжение презентации нашей страны мастеров, а сейчас буквально несколько слов по закрытию нашей конференции. Слово предоставляется Алдару Валерьевичу. Уважаемые коллеги, у нас мероприятие на самом деле в течение всего дня проходит. Сегодня открытие бюста, посвященного Сергею Дашнимаевичу. Я думаю, там будут высказаны несколько слов, и потом еще будет возможность неформальной такой обстановки. Задашевич нас приглашает, где, я думаю, ветераны как раз могут высказаться. Я думаю, что много хотят еще сказать о роли Сергея Дашнимаевича в системе образования. Я думаю, что такая возможность будет предоставлена. И сегодня, я думаю, вот те, кто еще не успел подать свои статьи вот в сборник Дашни, да, у нас такие появляются, мы их отдельно еще включим вот этот вестник. На будущее, вообще, конечно, я думаю, что вот в рамках ежегодной такой конференции мы будем публиковать статьи по направлению по педагогике, потом направление деятельности, которой Сергей Дашнимаевич занимался по педагогике. Хотел бы сказать о том, что вот буквально у нас на прошлой неделе состоялось совещание с Российской академией образования, на которое принято решение в Бурятии на базе Бурятского государственного университета создавать Центр науки от Российской академии образования. То есть это все-таки вклад со стороны Адутова Петра Родионовича, Сергея Дашнимаевича, действующего диссертационного совета, и направление педагогики всегда было одним из главных направлений деятельности Бурятского государственного университета. Я благодарю всех приехавших, принимающих участие в этой большой конференции. Надеюсь, что продолжение обязательно будет. Первая такая конференция, которая, действительно, мы все к ней готовились, и сегодня день рождения Сергея Дашнимаевича, наверное, того стоило, чтобы мы с вами провели и конференцию, и открытие бюста, и презентации книги. Давайте еще раз поаплодируем всем участникам. И по курсам поговорим. Хорошо, спасибо, коллеги. Спасибо всем участникам. Просьба тем, кто уходит на открытие бюста, пройти с Альбиной Борисовной. Всех остальных коллег